Хранить несколько приложений или же заходить на сайты ресурсоснабжающих организаций для уплаты услуг ЖКХ не обязательно. С января это можно сделать с помощью единого сервиса ГИС ЖКХ. Государственная информационная система предоставляет гражданам около 10 услуг. Ими можно воспользоваться, не покидая дом. Достаточно выхода в интернет. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, также с различными органами власти. Через сервис можно ввести и проверить показания приборов учета за использование услуг ЖКХ, получить информацию о тарифах, а также провести оплату за оказанные коммунальные услуги. Все ресурсоснабжающие организации зарегистрированы на портале. На сегодняшний момент мы, как поставщик коммунальной услуги, в данном случае газоснабжения, обязаны выгружать абсолютно все начисления и лицевые счета, в том числе показания счетчиков. На сегодняшний момент мы загружаем порядка 63 тысяч записей в ГИС ЖКХ. То есть разово загружаются все абоненты, и потом уже раз в месяц производится загрузка начислений и последних принятых показаний счетчиков, чтобы можно было в любое время проверить свои начисления и обратиться в надзорные органы, если с чем-то не согласны. Сервис также позволяет вести контроль за проведенными коммунальными платежами. Войдя в личный кабинет ГИС ЖКХ, можно увидеть свои актуальные действия. На сервисе хранятся самые свежие данные о состоянии ЖКХ. Здесь все прозрачно и честно. Это промежуточная система, которая сама является площадкой для работы банка. То есть платеж производится через банк. Если вы получили уведомление от вашего банка о том, что платеж прошел, он в любом случае будет учтен у нас. На ГИС ЖКХ мы уже выгружаем результат. То есть независимо, оплачиваете вы через личный кабинет нашего личного кабинета Сбер «Мой газ Смородина онлайн», либо вы оплачиваете через личный кабинет банка, либо через оператора ГИС ЖКХ. Если вы получили подтверждение о том, что платеж прошел через любого оператора, он будет учтен. Та информация, которая размещается на ГИС ЖКХ, она полностью дублируется с той информацией, которая имеется в базе абонентского учета. И если по какой-то причине платеж не прошел, то вы можете обращаться и как к нашим специалистам, и к оператору банка, через который производился платеж. Пользоваться сервисом ГИС ЖКХ может любой житель страны, который достиг 14 лет. Регистрация проходит через учетную запись на портале госуслуг. Главная задача системы – сделать сферу ЖКХ более понятной для граждан, обеспечить простой доступ к услугам методом единого окна. В системе по всей стране зарегистрировано свыше 107 тысяч юридических лиц. По Российской Федерации в системе зарегистрировано более 107 тысяч организаций. По Республике Ингушетия у нас зарегистрировано 74 организации. Это ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и органы власти. На сегодняшний день в системе размещена информация по более 62 тысяч частных домов. Также размещена информация по приборам учета и по лицевым счетам. На сайте также хранится информация о жилом фонде. Благодаря сервису гражданин может узнать о работе управляющей компании, график капитального ремонта, принимать участие в управлении домов онлайн. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев. Новости 24.